Итак, в эфире программа «Главный четверг». Гость, глава Сухума Беслан Эшба. Беслан Федорович, приветствую. Рады вас видеть в нашей студии. Добрый день. Спасибо за приглашение. Вопросов много. Хочется поговорить и об инвест-программе, социальной сфере, о том, какие работы за последнее время проведены в городе. Но с последних событий шторм прошел, сильно пострадал Гагарский район. А вот что в столице? Какой ущерб? Столицу, как известно, шторм не обошел, но, может быть, не в такой серьезной степени, как это было в Гагарском районе. В основном потерпела у нас, это район Маяка. Там размыло все вот эти туристические объекты, которые строятся, когда на летний курортный сезон мы им разрешаем устанавливать временные конструкции для обеспечения туристов тем или иным инвентарем и так далее, да. И упало у нас 4 дерева в городе. Одно на Гуле, другое на улице Лакоба, одно на Старом поселке, одно дерево в Новом районе. Пострадало от падения дерева только одно домостроение на улице Гулия. И по большому счету остальные деревья такого значительного ущерба не нанесли, кроме того, что сами по себе тоже пришлось их демонтировать. Так, по большому счету, еще пострадало в районе Маяка одно домовладение, там домовладельцем владеет фамилия Зухба, но там тоже будем оказывать материальную помощь, оценивать ущерб и так далее. Так же, как и на улице Гулия, помню, там двухэтажный дом, и упало на крышу дерева, и там повредило построение. Помнится, еще несколько лет назад из-за стихий город сильно пострадал, но сейчас видим, что не такой ущерб. Это Вы готовились с чем связано? к таким сценариям вообще? Город готовится? Город имеет такой план, допустим, мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций. Службы знают, что делать. Они предварительно мы отслеживаем, конечно, прогноз погоды и так далее. Но то, что было сделано для того, чтобы не допускать таких крупных наводнений, как это было в 2021 году, мы, конечно, теперь очень внимательно отслеживаем состояние рек, которые проходят через город Сухум. Это та же Басла, та же Адзяб, Гариквара, Сухумка и так далее. Нам удалось в этом году, часть работ в прошлом году, провести для исправления русла, для очистки русела реки, той же Баслы, той же Гариквары, той же улицы речки Адзяб. Поэтому существенную часть этим вопросом мы снимаем. Периодически чистим выход в море по улице Адзяб, чтобы речка не застревала там своим течением, не наносила больше мусора. Но теперь, как показало время, нам весной тоже придется приступить к уже таким текущим работам для того, чтобы не накапливалось, потом не превращалось это в глобальную проблему. Это одна часть вопроса. И, конечно же, то, что удалось отремонтировать по инвестпрограмме такие улицы, как Абазинская и улицу Джонова, там поменяны все ливневые коллекторы и так далее, и это, конечно, дает свои плюсы. И весь текущий постоянный ремонт, там, куда мы приходим ремонтировать, если раньше, это если исключаем сейчас водопроводную часть, там, где по ливневке и по канализации случаются проблемы, а их много, и так, как-то уже много раз выражался, от 3 до 5 аварий в день происходит. И там, конечно, мы стараемся делать уже свежие вставки так, чтобы уже туда не возвращаться. О работах в целом, об инвест-программе мы еще успеем с вами поговорить. А на днях Министерство туризма опубликовало, рассказало данные по итогам турсезона. И радует цифры, показатели времен Советского Союза, койко-мест, показатели по количеству койко-мест. 44 тысячи в советское время, на сегодняшний день в республике, по данным Минтуризма, более 46 тысяч койко-мест. И количество объектов размещения составляет 1052 объекта. И радуют такие цифры. А в доле турбизнеса в столице именно... Сейчас я скажу вам наши цифры. Сколько составляет? Сейчас, в общем, какую долю составляет с общего туристической отрасли, как такое, наверное, министерство дает этот анализ. Я могу сказать по городу Сухум. У нас 112 объектов размещения по городу Сухум, из которых 45 коллективных. 4600 койко-мест по городу Сухум. Сказать, какой доход принесли они в казну, пользу, знаете как, мне кажется, туристическая отрасль, ее как-то так, наверное, оценивать нельзя только по доходам в бюджет. Но поступило более 10 миллионов рублей, то, что у меня есть информация, оборот составил 350 миллионов.
Вот если брать гостиничный, да, бизнес как таковой, но здесь надо всегда смотреть на его мультипликативный эффект. То есть они сходили в гостиницу, ну, понятно, да, в гостинице купили сувениры, сходили на рынок, сходили в магазин там, и так далее. То есть они же пользуются еще дополнительно другими какими-то, значит, приобретениями, пользуются услугами, те же экскурсии и так далее. То есть это туристической отрасли легче считать общий, какой эффект это дает. Конечно, ну и занятость населения, это, наверное, одна из самых главных для нас, для всех, в любом государстве, что люди, чем больше будет туристов, тем больше будет людей вовлечено в этот процесс, как в оказании услуг, так и торговли там, и так далее. Поэтому, если цифра говорит, то оборот по городу Сухум по туризму составил 350 миллионов. Вот, могу сказать, что посетило без малого 20 тысяч туристов город Сухум. Вот. Ну, могу тоже сказать по нашим объектам, по обезьяне-питомнику и по ботаническому саду. Эти цифры есть с собой. Значит, ботанический сад туристов посетило 38 тысяч, обезьяне-питомник 17 тысяч. Вот такие цифры. Ну, они, конечно, как вы их оцениваете? Вы больше, чем в прошлом году. Ну, конечно, потенциал у объектов, которые можно посмотреть, в Сухуме еще очень большой. Да? Это объекты историко-культурного наследия и так далее. Но мы-то понимаем, что есть платные вещи, такие как обезьяне-питомники и ботанический сад, но все остальные, которые входят в туристический маршрут города Сухум, он этими не ограничивается вещами. Поэтому они, конечно, посещают нашу любимую Брехаловку и там другие места, крепости и так далее. Но там такой сферы услуг нет, чтобы за это платили деньги. Поэтому там они тратят деньги, наверное, на кофе, на воду. Ну, тоже свой эффект присутствует. Еще забегая вперед, у нас скоро, я надеюсь, вот в первой половине будущего года мы уже закончим фуникулер. Вот это будет еще одно место притяжения для туристов, помимо того, что местные живут посещать это место. Вот мы сейчас там восстанавливаем главную арку, которая поднимается уже, в принципе, на финишной стадии. Это мы в этом году завершим. Восстанавливается фонтан, который в промежутке где-то посреди дороги находится. Ну и верхняя площадка уже приведена в порядок. Сейчас нам просто не хотелось, потому что туда все равно поднимаются грузовые машины, пока работы ведутся. Остальную часть смотровой площадки еще не сделали, но она у нас в планах сидит. Я уже, как сказал, фонтан, ну и чистится от такого масштабной очистки от зелени, от порослей, от сухостоя, который сейчас проводится по дороге на фуникулер. Я даже не помню в советское время, чтобы такие вещи проводили. Но мы пошли в это дело, как говорится, и надеемся, что про платную историю мы здесь можем исключить, но те, кто будут там организовывать досуг, наверное, тоже будут получать какие-то доходы. Ну, действительно, не зря, потому что эксперты в сфере туризма отмечают, что за последние несколько лет туристический сезон, он не заканчивается. И в этом году он продолжается и на новогодние праздники, и даже весной. Вы чувствуете это в городе? Ну, мы чувствуем, во-первых, его ощущать можно даже по тому товарообороту, который растет по городу, да. Там соизмеримость к 2020 году, я вам потом, если хотите, цифры дам по бюджету, они напрямую привязаны к торговым оборотам. Мы растем, как, честно говоря, даже давайте одну цифру назову. В 2020 году мы пришли на работу в мае месяце, бюджет 2020 года был 1 100 000 000. И то мы его там выполнили, учитывая, что год пандемии был, там выполнили на 94%. В этом году, в 2023 году, по расходам 1 900 000 000. Вот такой рост. Да, мы как бы... Но экономисты говорят, что если то, что в тени находится, все-таки еще вытащить... Ну, сколько можно давить и душить? Предприниматели, это народ такой, да, они предприимчивы, но в тот же момент не хотят, чтобы их обижали со стороны государства. Сильно давить там тоже нельзя, нужно лучше, наверное, создавать лучшие условия для того, чтобы быть привлекательной и для предпринимательского сообщества, для бизнесменов и так далее. Да, конечно, контроль нужен, над этим работа ведется, и огромная работа выполнена Министерством по налогам и сборам. Но здесь нужны честные отношения между государством и предпринимателем. Если ты платишь, ты должен знать, за что. Я думаю, те, кто работает в Сухумах, они понимают, как те, кто платят налоги, куда их деньги идут. Мы можем визуально показать, что это и куда направляется. Беслан Федорович, вот этот рост, который вы называете, может быть, там доля и повышения цен, инфляции заложена? Конечно, это все влияет. Но такой инфляции не бывает за 2,5 года. Вы прекрасно понимаете, что 2020 год и часть 2021 года практически стояли на месте, можно сказать, топтались. Это результат 2-летней работы, вот так скажу. Да, всех служб вместе. Я не говорю, тут администрация в основном старается оказывать содействие, влиять, выявлять и так далее. В основном налоговая служба,
другие контролирующие наш экономический отдел, да. И вот прямая связь с предпринимательским сообществом, которые готовы работать, если видят, конечно, результаты. А бюджет Сухума в этом году составил 1,5 миллиарда примерно миллионов, 1,5 миллиарда рублей. Как вы вообще оцениваете его параметры? И заканчивается почти год, уже можно какие-то итоги подводить. По этому году остался практически декабрь. Мы, в принципе, все месяцы, даже помесячное поступление, если смотреть, все месяцы перевыполнялись. У нас идет с превышением 117%, то есть 17% роста по отношению к, значит, к показателям 2023 года. Мы идем с превышением, поэтому в 2024 году у нас бюджет будет порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Это по доходам. По расходам, я думаю, мы за 2 миллиарда перевалим. Вот мои прогнозы такие. Почти на 30%. 30-35? Где-то так. А какие самые крупные налогоплательщики, бюджетообразующие? Бюджетообразующие, если исключить подоходный налог со всех госпредприятий, там, госучреждений, правительства и так далее. Вот. Но у нас есть десятка крупных предприятий по городу Сухум. Это, конечно, винзавод, в первую очередь, пивоваренный завод, Аквафон, Амобайл, Роснефть, которая торгует, розничное наше совместное предприятие, вот, Азит, Премиум там, и так далее. Вот десяток крупных компаний, которые работают, у которых приблизительно в районе 1 миллиарда и более обороты по году. Да, вот даже можно сравнить с 2022 годом, там тоже небольшой рост, но они вот держат свою планку, как говорится, да. Ну, в принципе, ребята молодцы, честно платят налоги. Все это вот такая, можно сказать, не скажу, что это прям бюджетообразующая, да, потому что там есть много еще других моментов. То есть львиная доля за счет вот таких крупных предприятий, да. А малый бизнес и вообще возможности для расширения? У нас, по большому счету, рост идет по отношению к 2022 году. Было у нас 2500 индивидуальных предпринимателей. В этом году у нас 3500, без малого 3400 с копейками, да. Вот. Это говорит о том, что люди вовлекаются в процесс, там, пускай это будет торговля, оказание услуг, производство и так далее. Поэтому мы фиксируем активность предпринимательского сообщества и людей, которые хотят заниматься самозанятостью или там, по найму и так далее. То есть такая тенденция есть, по большому счету, и поэтому это радует. А туристические объекты новые появляются. Вот они какую лепту вносят в бюджет? Давайте я вам только на примере одного объекта скажу. Много разговоров было вокруг бывших МВО, ПВО и так далее, да. Вот. Инвестиции, те, которые сегодня мы там наблюдаем, понимаем, видим и так далее, порядка 1 миллиарда рублей уже вложено, может даже чуть больше. Вот. 1200 койко-мест. Представляете, к 4600 добавить 1200 койко-мест. А это еще не предел. Они в следующем году 1,5 миллиарда собираются вкладывать. То есть я хочу сказать, что такого рода объекты, гостиничные, пускай даже будут это не вчистую отели, пускай будут те же апарт-отели, но все равно там услуги будут так или иначе. То есть они не могут просто под видом апарт-отеля быть простой жилой дом. Это исключено законами, действующими сейчас нормативными документами. Поэтому это интересно для нас, только хаотично должно происходить, а в рамках каких-то правил и так далее. То есть в этом плане строительство активно ведет. И знаю про планы. Там, допустим, на месте бывшей гостиницы «Нарт», уже там бывшая гостиница Тбилиси, бывшая гостиница, там будет построена гостиница. Там еще в районе, нашего Красного моста, который мы восстановили, там будет тоже строиться внутри, на территории МВО, я уже говорил. Также на повороте на Маяк по улице Аяйра будет. Это вот буквально следующий год, начало строительства. То есть активность в этом плане тоже будет. И все это увеличивает рабочие места, увеличивает доходную часть бюджета. Я не знаю, чем больше приедут нам туристы, наверное, тем Каким лучше. образом, вот слушателям хочется вот прям на пальцах объяснить, каким образом, как это на их жизни может отразиться? Вот им не совсем понятно некоторым людям. Непонятно. Первое – это занятость. Гостиница. Первое – это занятость. Гостиница сама по себе же не может работать. Там я не говорю только об обслуживающем персонале, да, там есть администрация, в конце концов, есть бухгалтерия, есть кулинария, там, скажем, да, те же кухни и так далее, те же повара. Это же не говорит о том, что только, я извиняюсь, за белье носить куда-то, да, и так далее. Здесь много же, вот те же экскурсии, это же добавляется, все. Это то, к чему привыкло наше общество в том числе. Я не говорю, что только этим мы и занимаемся. Тоже строительство, те же ремонтные работы. Если будет дешевле, чем кто-то будет предлагать, там, вести тот же ремонт в каком-то
чем-то отели, то почему бы и нет. Та же реализация строительных материалов. Понятно, что если здесь ты привез и даешь адекватную цену, зачем человеку мучиться, откуда это везти? То есть говорить о том, что там кто-то построит и мне ничего не попадет, здесь немножко слишком перетянуто в этом отношении. Не знаю, я так не оцениваю. На самом деле люди вовлечены в эти процессы, да. Поэтому, наоборот, надо создавать условия, чтобы больше строилось не только отели. Я, например, приверженец того, чтобы развивалось больше производства. Здесь и конкурентоспособность другая, и так далее, и так далее. Вот мы, немножко забегая вперед обратно, да, у нас такая идея есть, мы ее озвучили уже президенту, и сейчас готовим такое бизнес-предложение. На территории бывшей мусорной свалки города Сухум хотим создать особую экономическую зону, для того, чтобы можно было привлечь туда крупных производителей продукции, и привлечь не потому, что они взяли и переехали, а для того, чтобы на территории Абхазии такого рода производства помогли технологиями, оборудованиями, научили наших специалистов, тех, которые хотели бы научиться какой-либо профессии, как раз чтобы, и при этом, что будут лучшие условия, чем где-либо. Вот такая идея у нас есть. Я почему ее сейчас озвучиваю? Потому что мы на многих площадках уже это озвучили. На площадке Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, и куда мы ездим по нашим планам по побратимству, мы уже с предпринимательским сообществом ведем эти переговоры, и интерес есть, потому что кроме рынка внутреннего есть еще выход через наши морские возможности, и обратно, честно говоря, в Российскую Федерацию тоже так получается, что продукция здесь произведена будет дешевле, чем произвести в России. Беслан Федорович, раз вы заговорили про закрытую Маякскую свалку, инвесторы понимают, что эта территория требует дополнительных трат, конечно, потому что там необходимо будет провести рекультивацию территории. Безусловно. Если в этот проект пойти, конечно, сейчас ведутся подсчеты для того, чтобы понять, сколько понесет затратная часть инфраструктуры. Это сейчас говорим об инфраструктуре. То есть понятно, что в болото людей не привезти и так далее. То есть им нужна готовая площадка. Для того, чтобы они пришли в готовую площадку, инвесторов мы имеем в виду те, которые придут на готовое. Не то, что мы им говорим, помогите нам свалку рекультивировать. Нет. Инфраструктурный проект – это совершенно другие инвестиции. Они могут быть государственные, могут быть государственно-частные, могут быть и частные тоже. Мы смотрим, вопрос будет зависеть от того, кому предлагать, зависит от того, сколько денег надо на это потратить. То есть вполне на подготовку возможно, что площадки. Это за счет государства. Да, частично, может быть, и город будет участвовать в этом. Хотим понять вообще, сколько это стоит привести эту территорию в порядок для того, чтобы можно было там развивать какую-то промышленную составляющую. Вот как-то так. А за последнее вообще время политика, естественно, и влияет и на турбизнес, и на экономику. А вы чувствуете, что интерес со стороны инвесторов, о которых вы как раз и говорите, возрос в последнее время? Интерес, он возрос. Я думаю, что здесь несколько факторов, да, ввиду того, что, так скажем, у нас в основном, так скажу, о российских инвесторах идет речь, да, по многим факторам. Сейчас не буду перечислять, вы там сами прекрасно знаете, огромное количество соглашений и по поддержке инвестиций, и закон об инвестиционной политике и многое другое. Поэтому с учетом того, что сейчас некуда инвестировать за пределами России, так скажем, да, люди же не только хотят останавливаться, они переносители российский рынок, они смотрят другие возможности. А деньги, как правило, должны работать. Как правило, должны работать, поэтому смотрят другие рынки. Но я уже еще раз говорил о том, что наша возможность продать еще в третью страну через наши, там, скажем, порты и через тот статус, который есть у нашего государства. Не обязательно писать на бирке, что произведено в России. Допустим, да, может быть провезено в Абхазии, и это может уехать в любую страну, на самом деле, там, где же африканские страны или восточные и так далее. Мы и над этим тоже работаем, и это тоже вызывает интерес. Поэтому мы хотим так пул собрать инвесторов, которые будут понимать, куда и на каких условиях они могут прийти и работать. Транзитный коридор уже работает, и по показателям железной дороги тоже видим, что существенно. Все, мы на месте не стоим, и Абхазия в том времени, в котором сейчас стоит весь мир, да, две войны идут, по большому счету, да, Абхазия здесь на этом начинает становиться игроком. Сейчас не хотел говорить за всю нашу республику, но это наблюдается, мы это видим по турпотоку, по тем же поступлениям товаров и те транзитные возможности. Заработала контейнерная линия, которой 30 лет не было в Абхазии. Это была одна из проблем, да, которая, допустим, да, возможность дает такоскам и оказанием услуг. Мы говорили, вскользь вы тоже сказали о том, что высвободившиеся деньги бизнес, естественно, хочет куда-то вложить. Деньги нужно, чтобы деньги работали, были в движении. И иногда приобретаются объекты, которые просто консервируются. Бизнесу надо вложить. Есть объект, но он не восстанавливается. Да. Восстановление это намного дороже. Но как-то к такому вы относитесь варианту?
Смотрите, есть же в Сухуми здесь, такие в Сухуми места? есть такие объекты, но дело в чем? У нас есть законодательство о приватизации, правильно? Оно несколько раз менялось, да? Ранние, допустим, там, если 90-е годы брать, там, только-только начало, это было одно законодательство, потом оно поменялось, сейчас третье. То есть есть в определенных решениях, ну, правительственных, местных органов, да, где прописано, если вы там не восстановили в такие-то сроки, то типа это уже подлежит пересмотру и так далее. А есть, где такого нет. То есть человек вложился, это одна история вопроса. Другая история вопроса, что человек, приобретая, ну, надеется на завтрашний день, на банковские структуры, потому что весь мир работает так. Ты имеешь, допустим, 10 рублей, ты можешь привлечь 100. То есть банк понимает, что ты рискуешь своими деньгами, да, у тебя таких денег, но у нас же этих условий мы не смогли создать. Сколько раз мы пытались, там, я в том числе, если помните, в 2010 году в Кремле подписывал банковский договор по привлечению инвестиций с Внешэкономбанком, но тоже, да, вот работа такая велась, да, там и политические факторы, и многое-многое другое. У нас не работает страховая история, которая одна из первых должна покрывать какие-то риски, политические в том числе, и военные риски и так далее. Инвестор готов завтра, и, ну, наверное, многие могут в Абхазии привлечь инвестиции, но здесь к инвестициям надо еще, наверное, какую-то, не знаю, личные отношения еще включаются, когда таких институтов нет, как страхование, там, допустим, и другие. Кстати, сейчас над законодательством работают наши депутаты парламента. Я думаю, там будут еще усиливаться. И, возможно, о защите инвестиций вы имеете? Защите инвестиций, да. А как вы считаете, вот какая отрасль для Сухума наиболее перспективная? Ну, конечно, первое – это туризм. Да, у нас город красивый, есть что посмотреть, много объектов историко-культурного наследия. Но не надо забывать, что в городе Сухум было несколько производственных предприятий, такие как кондитерская фабрика, там, галантерейная фабрика, сувенирная фабрика, мебельная фабрика и так далее. Я считаю, что эти традиции тоже не стоит никуда их девать, хотя эти объекты уже кем-то приватизированы или взяты в долгосрочную аренду, или перепрофилируются. Как раз-таки об этом и говорю, что вот мы хотим создать эту площадку для того, чтобы, потому что я будущее вижу за производством, да, потому что турист сегодня есть, завтра турист, тут вопрос такой, да, поедет, может, завтра выберет другое место в зависимости от его заработка в той или иной стране, где он живет. А производство – это тот продукт, во-первых, который нас самих надо надеть, одеть, обуть, накормить, напоить, еще и туристов. Ну, и деньги останутся в стране. И деньги останутся в стране. Если мы говорим, что деньги останутся в стране, значит, они останутся в банках. Если они останутся в банках, тогда появляется увеличенный кредитный портфель. Тут все взаимосвязано. Чем больше мы сможем производство организовать на территории, не говорю только Сухума, на всей территории страны, а у нас есть куда стремиться, потому что у нас более 80% всей товарной номенклатуры, что заезжает в Абхазию, это привозная продукция. Вот, пожалуйста, сиди и выбирай, который тебе по карману производство, или тебе нравится. Причем заводится даже то, что можно производить, и производится в стране. Да. И... То есть вот здесь вопрос для того, чтобы технико-экономическое обоснование сделать, для предложения, допустим, инвестору или тем же банкам. Но, к сожалению, банки наши не тянут. Не тянут, потому что, ну, так выстроена торгово-экономическая концепция внутри. В основном это торговля и услуги. А торговля и услуги, они все деньги выметаются снова оттуда, откуда они пришли, потому что если ты купил один раз товар продал, тебе второй раз приходится покупать. Деньги в основном выходят из страны. Поэтому и те деньги, которые есть в оборот, они и дорогие. Если так. Действительно, процентные ставки в банках высокие, и бизнес жалуется на то, что взять кредит, это иногда даже грабительским называют такой кредит, что есть такая история. Здесь небольшие программы государства же есть. Ну, есть программы государства, но это не такие большие деньги, чтобы можно было там... Сегодня за 10-15 миллионов ты производство не построишь. Ну, наверное, с учетом еще курса доллара и так далее, роста цен самой Российской Федерации. Ну, можно разве что из Китая что-то, но это в обратно. Дорога, транспорт, смотреть, это уже там бизнесмены разберутся. Ну, есть такие программы, и вот у Министерства экономики есть программа, я насколько знаю, кредитная. И вот, ну, там тоже требования очень такие, скажем, не местных денег касается, если привлечься. Беслан Федорович, мы поговорили про экономику, про бюджет, про то, как формируется бюджет, как дела в турсфере.
Интересно поговорить и о социальной сфере, о том, какие у вас планы в новом году. Может быть, появились возможности в бюджете для повышения зарплат? Ну, раз мы уже сказали Самая о том, что мы так тема для наших слушателей. мы так растем, имеется в виду рост бюджета существенный. Поэтому в этом году мы обратились в городское собрание, и это наши планы, и городское собрание не возражает. В первом чтении уже бюджет принят, сейчас будет во втором, и, в принципе, мы выходим. То есть мы пошли на то, что, значит, к заработным платам, если эта практика была до 2023 году, в том числе к заработной плате, к окладу, мы давали возможность, в виде премии, в виде доплат, значит, увеличивая таким образом заработные платы. Может это когда-то получаться, не получаться, в зависимости от финансовых возможностей, тех или иных на тот момент конкретно. Да? Сейчас мы увеличили на 100%, значит, оклад, и вышли на тот минимальный показатель до последней, скажем так, технички, где бы она ни работала, это будет в системе здравоохранения или образования и так далее, это порядка 10 тысяч рублей. Раньше это было 4-5 тысяч, но это несоизмеримые вещи. Ну и, соответственно, все те, значит, надбавки, которые были, они уже переведены в статус заработных плат. То есть оклад увеличивается официально на 100%. Это за счет оптимизации, Беслан Федорович, для уточнения? Нет, это за счет дополнительных доходов, повышения доходов. Плюс к этому значит, так скажем, той доплаты, которая была ранее, мы оставили еще 30%. Потому что такой расчет у нас идет. Прыгнули мы на 120 миллионов рублей по году. Вот эта вся затратная часть. Это касается всех муниципальных служащих, но за исключением тех, которые получают российские надбавки. Имеется в виду врачи и преподаватели. Там есть отдельная категория, на которую приходят российские надбавки. Но здесь справедливости ради надо сказать, что уравнять эти вещи давно надо было, да, что аппаратные работники получают 7-8 тысяч рублей, когда, допустим, тот же доктор или, я понимаю, специалист специалистом, но мотивацию никто не отменял. Поэтому мы пошли на то, чтобы и нас поддержали, в принципе, понимание есть. Но я думаю, что это хорошая история. Повышение заработных плат, это уже там, в среднем это будет в районе 20 тысяч рублей. Ну, плюс еще, если будут там, не будут, нет, мы уже их заложили, я уже говорил, 30%. То есть с 1 января? С 1 января, да. Сейчас дождемся еще городского собрания, республиканские вещи все приняты, но мы сейчас проходим городское собрание, там абсолютно возражений нет, ребята нас поддерживают, уже благие намерения. Вот. Поэтому, вот, что касается социальных выплат, вы, как знаете, город Сухум производит дополнительные выплаты, кроме республиканских выплат, отдельным категориям граждан. Это многодетные семьи, это семьи с инвалидами, с инвалиды с детства. Вот, там порядка 8 категорий у нас, сейчас, чтобы никто не выпал. Вот, и за рождение ребенка. Значит, если говорить о бюджете социального нашего отдела, или так он сейчас называется, вычислительный центр по, значит, исчислению тех или иных выплат, да? Вот, у нас там бюджет вырос от 44 миллионов на 72. Это как раз-таки та львиная доля, о которой мы аппаратных там, вот я сказал про зарплаты, но вот, в общем, там сидят эти выплаты. Практически все там в районе 100%, но там, где выплата ребенку, мы в прошлом году подняли от 5 тысяч до 2,5 тысяч. Сейчас с Нового года мы уверены, что будет 10 тысяч. Обратно возвращаясь к тому, что городское собрание сейчас смотрит. Но к этим вещам вопросов у них нет. Там, да, то есть, приятные есть. Новости. Приятные новости, да. Там те, кто получали 1500, будут получать до 3. Там, где кто получали там отдельно за ребенка 700, понятно, это будет увеличение тоже столько. Ну, вот как-то так. А к Новому году, в прошлом году вы порадовали тоже многодетные семьи. В этом году есть такие планы? Да, конечно. В этом году мы эту традицию никуда не денем. Мы обязательно это будем реализовывать. Вот, еще про планы хотел сказать на следующий год. Это уже озвучено в городском собрании. Мы взяли уже за такую практику называть годом, да, вот следующий год у нас год образования. Мы хотим, что касается строительных дел, если мы будем с вами это обсуждать, то мы как раз-таки хотим направить, это тоже социальная направленность, это не говорит о том, что мы ведем там строительные работы. Давно надо приводить в порядок детские сады, и там, где мы сможем охватить школы. Настолько, насколько у нас хватит сил, это зависит от расчетов, от смет и так далее. Ну и как такие две фишки, это наша городская клиническая больница в каком состоянии. Знаете, мы там небольшие ремонты проводим, что-то покупаем, доукомплектовываем. Понятно, что это далеко от того, что там нужно делать. В следующем году я вот недавно встречался с коллективом городской клинической больницы и попросил их, чтобы они сами подумали над тем,
какую этапность они хотели. Ну, я точно не могу вам сказать, или строитель, какое отделение вот завтра, послезавтра надо было бы в первую очередь, или какое во вторую, какое в третью. Сейчас ребята думают, они мне предложат, вот, Александр Ильич, давайте вот с этого начнем, вот это сделаем, вот эти два вопроса закроем в этом году, в том году и так далее. Ну и наша офтальмологическая больница, там тоже у нас плачевное состояние, крышу мы сделаем в этом году, а вот оборудование, которое там нас уже давно просят, нас готов поддержать президент в этом отношении, там оно дорогостоящее, правда, как и любое, наверное, другое медицинское оборудование, поэтому с оборудованием будем решать в следующем году, в этом году мы там... И вот так вот основная направленность будет у нас, основной упор будет на систему образования и немножко здравоохранения. Понятно, что проблем много, коммуникация никогда не заканчивается. Будем заниматься мелким текущим ремонтом. Капитальных дел, таких как в этом году, наверное, было сделано, тоже, наверное, отдельно скажем, мы, наверное, в следующем году не будем делать, потому что нам надо обязательно направить свои силы на систему образования и здравоохранения. Ну вот про то, что уже сделано. В столице проводились масштабные работы. Давайте поговорим о самых крупных, какие бы вы выделили. Довольны ли вы вообще итогом этих работ, результатами? Скоростью, может сказать так, не особо доволен, но здесь много зависит снова не от строителей, не от денег, да. Есть такие технические вещи, технологические вещи, как восстановление, как реконструкция, как, допустим, та же арка. Там просто простой мастер туда не встанет. Или там, допустим, мы отливали, 3 месяца мы отливали только часть пролета на Красном мосту. Допустим, да, там восстановительные работы того же фонтана в парке «Сказка». Мы его оставили в том же виде, в котором был, но он был весь побитый. И его реставрацию провести обычный мастер не может. Мы их ждали, кто-то был занят, ну и так далее. Тоже восстановление панно, вот, о котором мы говорим, на ГУМе, если обратили внимание, он там порядка, наверное, вся платформа обошлась порядка 5 миллионов рублей. Восстановление панно, стен там и покрытие, и столбы, и освещение, плюс дорога в сторону, значит, наркологической больницы, да, посмотрелись, там новая дорожка выложена, бетонная. Вот если такие знаковые вещи, это, конечно, фуникулер. Там у нас порядка 15 миллионов рублей, из которых, куда входит верхняя площадка, фонтан и арка, так скажем. Освещение пока не входит, освещение будем делать в следующем году. Вот. Порядка 9 900 нам обошелся Красный мост. Мы его привели, я считаю, это, не хочу сказать достижение, но это обязательно надо было сделать, это символично. Это начало нашей войны, где первый бой ребята приняли. Такой объект, как парк имени Тараса Мироновича Шамба, который любят называть как «Сказка», но тоже, да, в центре города такой парк, и он оставался без внимания много лет. Мы тоже пошли в эти крупные проекты. Набережную восстановили от ресторана «Амра» до парка Махаджиров, все бетонное покрытие, столбы, не столбы и так далее. Вот. У нас могу еще назвать... Беслан Федорович, все городские деньги. Какой объем? Беспрецедентный. 300 миллионов рублей в этом году. 38 миллионов рублей. Если видели, мы масштабные работы ведем по улице Ардзенбат, улице Агумава. Это вот после рынка. Все сейчас там перерыто, все коммуникации поменены. Сейчас ждем погодных условий для того, чтобы приступить как-то к выравниванию грунта, к асфальтированию. Погоду нас немножко пугают. И не только погоды, но и цена асфальта тоже. Мы там закладывались где-то в середине лета, в начале лета на эти дела, а теперь цена подросли. Нам будет помогать, наверное, президент, вице-президент. Там я просил о том, что вот в эти мероприятия по 30-летию нашей победы там предусмотрели деньги. Там нам тоже что-то обещают. Прикладываем все усилия, чтобы довести до ума, как говорится. А в планах сам центральный рынок у вас есть? Потому что это не просто для граждан, но и туристический, можно сказать, объект. Планы какие? Тут, знаете, вот я приверженец таких немножко прикладных вещей. Допустим, наверное, надо кого-то приглашать. Я не говорю сейчас про инвестиции, все, чтобы никто не испугался сразу, которые научили бы нас, как управлять рынками, да? Команда, которая там работает, они делают все максимальное, все, что можно сделать сегодня на этом объекте, с учетом характера наших людей, нахождения на рынке, что не хотят слушаться администрацию, там, многие разные конфликтные истории бывают. Вот, все, что возможно сделать в нынешних резать условиях. по-живому придется. Да, но в некотором смысле. Но нужно тоже понимать, что в итоге должно получиться, какая картинка.
Я провел ряд переговоров с управляющими компаниями, которые построили красивые рынки в той же Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, пока можем дать вам рекомендации, как мы видели бы это. Вот ожидаем такого концепта некого, да, но он, честно, если меня спросить, он очень не совсем удачно расположен, сам рынок, да. Он где-то должен быть, наверное, не, конечно, на самой окраине города, но где-то не в такой центральной части. Вот, если так немножко. Ну, если ему там оставаться, скорее всего, так и будет, то надо пересматривать. Пересматривать концептуальный подход к рынку как таковому. И нужны потом, конечно, деньги. Но с готовым предложением по концепту в таком месте, как рынок, где идет живая торговля, очень быстро находятся деньги. Если концептуально ты показал, какой там получается, выгодный проект, по большому счету, искать под такой проект деньги, по большому счету, можно. Когда говорим вообще о концепции какого-нибудь крупного объекта для города, нужно ли вовлекать общественность в обсуждение этого проекта, в хотя бы визуальную часть? Потому что знаете, некоторая часть граждан, вы наверняка тоже такие мнения слышите. Да, и с критикой сталкиваемся, конечно, она есть. Как вы считаете, нужно для вовлекать этого общество? Вот многие говорили о том, что городсовет не задействован. У нас есть градостроительный совет, куда входят и общественники, и профессионалы, не работающие в администрации, да, и какие-то крупные решения, крупные объекты, мы стараемся, процентов на 99, наверное, они все туда попадают, если где-то что-то раньше не было, раньше не заходили документы. Сейчас точно это поставлено на поток, да, что-то крупное такое, которое, извините меня, там кто-то нас даже умудрился покритиковать по парку сказки, а что надо было согласовывать, если мы его воссоздали в том же виде, в котором он был? И даже бассейн не тронули, не бассейн, в смысле, фонтан, что надо было? Фигурки детские. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Допустим, есть огромное количество людей, которые меня благодарят за эти фигуры. Они еще, кстати, не все привезены. Там еще есть, да, некоторые. И довожу до сведения наших жителей, что они не будут расставлены по всему парку. У нас будет детская зона, там, где вот сейчас здесь залита бетонная площадка. Мы планируем в будущем году построить там вот эту самую красивую карусель с лошадками, которые любят во всем мире. И вот это будет, в общем, концептуально будет такая некая детская зона с фигурками, где детки будут лазить на них, наверное, фотографироваться и поднимать себе настроение и развлекаться. Я думаю, в этом ничего плохого нет. Представляете, доходит до абсурда, что и это тоже обсуждается. Я понимаю, но давайте так, каждый должен заниматься, наверное, своим делом. Я, например, не принимаю решения, если не спрашиваю архитекторов там, или у наших там работников, у нас там 9 или 11 человек работают, кроме технического, я сейчас говорю. Конечно, надо советоваться. А какие-то такие новые объекты, которые строятся, конечно, он должен проходить через градостроительный совет, где представлены практически все эксперты, там историко-культурное наследие, общественность. Не буду по фамилиям называть. Уверяю вас, если будет желание, могу вас ознакомить, вы сами удивитесь, какие люди там присутствуют. Другое дело, что они не приходят на такие заседания, но они все оповещены приходить. И я очень благодарен этому совету, потому что они... каждый раз же не будешь вывешивать по каждому комментарию общественности, что посмотрите, люди были там, они уже дали добро. Но тогда, наверное, их вопросов будет меньше, не знаю. По поводу жилищного фонда, как я поняла, в этом наступающем новом году у администрации нет планов по таким крупным инфраструктурным Нет, мы по жилищному фонду не можем, потому что это, из нового строительства мы не ведем. Если инвестор, который придет какой-то, будет строить жилой дом, конечно, мы его обременениями, обязательно, 10%, так скажу, пока такой, потому что я посмотрел историю, там было пару распоряжений, которые давались ранними руководителями, предусматривали этот процент, где-то они выполнены, где-то не выполнены и так далее. То есть из строящегося какой-то процент городу? Какой-то процент будет городу, да. Это от 10, в зависимости от того, что собираются строить. Да, это уже так. Поэтому собственного строительства мы не ведем, у нас таких денег нет, потому что у нас другие еще проблемы впереди, это социалка, это медицина, это образование, и так далее. Поэтому только за счет инвестора, если он будет реализовывать какой-то проект, там мы, конечно, будем... а косметические хотя бы такие работы? Косметические я вам готов назвать цифры, Сейчас смотрите, допустим, у нас по тротуарной плитке, обустройству проведено 7 мероприятий на 12,5 миллионов рублей. Дворы, многоэтажные дома, 27 миллионов рублей, 25 объектов. Это там, где были
дворы, где были подъезды, где были подвалы и так далее. Но эта работа ведется каждый день. И у нее цифра будет, может быть, еще на 20% к концу года больше. То есть ежемесячно эта работа ведется. И у нас огромный реестр, там к 500 миллиарда уже приближаются те заявки, которые надо отработать. Но это, там, конечно, а приоритеты как определяются? Вот иногда от граждан такие вопросы поступают. Вот на одной улице, где проходимость меньше, поменяли тротуары. Здесь нет. Где проходимость меньше, не может быть 100%. Это не соответствует действительности. Конечно же, есть, скажем так, от просьб никто еще не отнекивался, да, там есть депутатские обращения наших депутатов парламента, местных депутатов городского собрания. Вот, допустим, завтра, в следующем году у нас будет, я сейчас пример приведу, 10 площадок новых. В этом году мы построили 13 новых, кроме тех, которые отреставрировали. А вы знаете, что все 10 площадок – это просьбы наших депутатов. То есть, мы тоже знаем, что это нужно. Они же общаются с народом. Почему здесь уровень доверия выше в этом отношении, где сделать? Потому что, у нас общение идет, у нас есть управы, которые мы создали, муниципальные учреждения. Сейчас они управы, в которых внутри дома управления находятся. Они тоже работают, но мы вместе с депутатами вот как-то так действуем. Даже если где-то тротуарная плитка кладется или кто, здесь общественность в том виде, в котором она участвует. Приоритет, конечно, там, где чрезвычайная ситуация выше. Это 100%. Это абсолютно. Какая бы просьба ни была, здесь я категоричен. 100%. А там, если у кого-то крыша течет и все завалено, или, допустим, вот сейчас там случилось одно, другое, это сразу выходит на приоритет. Все, с крышей ничего не сделать в больнице, все остальное бросается в офтальмологическую больницу. 3,5 миллиона, как говорится, в Индополож. Мост тоже не был запланирован по улице Аяйра, дальше заправки Азида, если посмотрите. Мост и есть мост. А потом жители, когда обратились, пока так отнеслись, посмотрели, вроде почистили нормально. А когда они второй раз обратились и уже там попросили меня туда приехать, и я приехал, они говорят: Александр Ильич, проведите экспертизу, он рухнет. Мы провели экспертизу, он мог рухнуть. Более 3 миллионов рублей, это То есть много непредвиденных расходов? Да, и они возникают, как говорится, у нас эти заявки есть, но они отрабатываются, тогда, когда совсем горит, конечно, мы туда бросаем. Можно, конечно, принять реестр и сказать: все, другие не подходите, принят в плановом порядке, мы будем это делать. Такое тоже можно. Мы кстати, такую практику попытались использовать в этом году. Мы с городским собранием некий реестр приняли, сказали: ребята, наш аспект такой. Но мы столкнулись, 70%, наверное, мы его выдержали, но все остальное это прилетевшее в течение года. Поэтому мы не в той ситуации, когда можем планировать в долгую, потому что каждый день как на минном поле. Я вам говорил уже, от 3 до 5 аварий в день. Как это тоже... Александр Федорович, немного времени у нас остается. Хочется успеть поговорить и про подвалы многоэтажек, которые часто в воде находятся. Потом городу уже придется больше денег потратить на восстановление, на расселение. Уже же факты есть. Смотрите. Там аварийные дома. Да. Если коротко. Да. Коротко, это значит... Мы знаем эту проблему, и здесь дело не только в коммуникациях в подвале, здесь грунтовые воды, есть строительство с ошибками, могу даже назвать дома, где были построены таким образом, что не учли выход грунтовых вод. И даже есть такие дома, где еще до войны вода собиралась снизу. Мы над этим, многие подвалы мы уже осушили, поменяли внутреннюю коммуникацию, установили насосы для отвода грунтовых вод. Эта работа ведется и будет продолжена. Сейчас мы приобрели в этом месяце еще мощный насос, он такой высочайшего уровня, сейчас мы его специально под машину его готовим. Все это делалось раньше мелкими насосами там и так далее. Буквально, я думаю, через неделю он уже будет у нас на колесной. Он на колесной базе, но надо еще 2 единицы техники, отдельно шланги за ним возить. Извините, в детали полезно, но здесь вынужден говорить. А теперь мы приобретаем газель, куда можно будет и шланги, они просто огромные, длинные, более 100 метров, чтобы воду отводить. То есть эта работа усилится, сейчас, наверное, самое ближайшее время. Поэтому здесь не только коммуникации, здесь и грунтовые воды, и немножко дисциплина наших жителей, когда пользуются коммуникацией, особенно в многоквартирных домах. Это большой разговор отдельный, это наверное, большой про разговор, но про дисциплину платежей за коммунальные услуги-то требовать мы умеем. Обязательство нести перед своими соседями, перед страной, перед городом. Насколько я знаю, 20% населения регулярно платит... И в основном одни и те же.
Беслан Федорович, о приятном. Новый год не за горами. Как город планирует встретить? Чем порадует жителей? Здесь, конечно, в Новый год обязательно должны быть сюрпризы и подарки. Вот, поэтому я не буду заходить за рамки того, что меня просят пока не озвучивать. Но елка будет другой у нас в этом году, не такой, как она была в прошлом году. Она была похожей на позапрошлогоднюю. В этом году будет другой. Там будет много сюрпризов, таких, которые наши не ожидают. Но будет интересно. Меня убеждают, что будет интересно наш департамент, который занимается и культурой, и образованием. Будет несколько инсталляций. Будет инсталляция напротив администрации в парке, как обычно, традиционно. Там будут детские представления. Пока планируем, распоряжение еще не вышло, 22 числа открытие елки, 22 декабря. Пока так. И первый праздничный концерт с наступающим Новым годом будет 22 числа. Потом будет в каждом районе у нас 8, по-моему, елок в этом году. И вот до наступления Нового года в каждом районе это и Турбаза, и Маяк, и Старый поселок, и Новый район, и Депо, и Адыгейская. Ну, в общем, порядка 8 елок со своими определенными внутренними насыщенными программами. Ну, а службы коммунальные, они готовятся к тому, чтобы горожане встретили праздник для кого-то Новый год праздник, для них Новый год это труд определенный. Ну и главное, чтобы отключения электроэнергии не было, света не было в праздничные дни. С этим как обстоит дело? Если мы все вместе будем экономить дома, не буду говорить сейчас, называть высокопарные вещи, там, где не нужно, чтобы горел свет, чтобы он не горел, то все будет хорошо. Это будет правильно, это будет качественно, это будет, во всяком случае, даже дешевле платить с учетом тех тарифов, которые сегодня есть. Просто немножко бережнее надо относиться к тому, что имеешь. Тогда будет лучше. И свет здесь, наверное, стоит на первом месте. С тех пор, как начали устанавливать приборы учета, многие задумались, нужен ли теплый пол в доме. Ну да. Я вот недавно докладывал президенту, и у нас на оперативном штабе по борьбе, если немножко про электричество, то пик у нас был потребления 21 год. Да? Мы спустились от показателей 21 года, во всяком случае, за 10 месяцев, на 90 миллионов киловатт-часов. Это показатели 2019 года. То есть все, что вот этот жирок накопился, непонятно, что он потихонечку ушел. Если приборы учета и работа нашего оперативного штаба, и управления внутренних дел, и технадзора, и так далее, и наших управ, во всяком случае, я могу смело сказать, что что-то такое большое из майнинга в городе нет. Какие-то мелочи, может быть. Мы закрыли все мастерские. Это вот последняя история из последней. На все объявления, я специально говорю это сейчас по радио, чтобы люди даже не думали запускаться где-то тайно. Все равно, наши службы это найдут, да. И объявления по тому, что хочу продать или хочу купить машинки. Все, на это тоже будут реагировать все службы. Поэтому борьба сейчас, она еще больше усилилась, и поэтому хотим довести до населения, чтобы лучше этим не заниматься. И, Беслан Федорович, завершая наш разговор, мы о многом успели с вами поговорить. Все-таки, как вы оцениваете этот год? Что самое важное выделили бы в своей работе, и какие задачи в новом году перед собой ставите? Задачи в новом году, в первую очередь, это, конечно, исполнение бюджета. Первое, это любой руководитель, наверное, да, потому что без бюджета ничего не будет происходить, и будут проблемы. Здоровье, чтобы не появилась никакая какая-то новая зараза, потому что это очень сильно по нам ударило, та же пандемия, мы прекрасно помним. И успех по погодным, чтобы чрезвычайных ситуаций не было, наверное, да, чтобы в спокойном режиме шли, чтобы зиму прошли не такую суровую, которая может быть, потому что тоже и по электричеству, и по инфраструктуре, и по коммуникациям, вот так вот. И как-то так по желанию. В этом году, что я знаю, наверное, все-таки 30-летие Победы. Это, наверное, нам удалось, считаю, хорошо провести День города, освобождения города, и День города, и День освобождения города, особенно 30-летие Победы, парад на площади Свободы. Я думаю, все вместе это была ассоциация большого великого праздника 30-летия Победы. Наверное, это главное. А в городе, вы такой важный, вспомнили про пандемию, которую все мы пережили. Больницы, конечно, достойно справлялись с этими нагрузками. Про ремонт вы сказали, но дальше укомплектовать, это же тоже опыт серьезный, который Конечно. Должен был научить не только нас, вообще все человечество. У нас хорошие бойцы, я так их называю, инфекционная больница, вся Абхазия говорит, да,
это в первую очередь, конечно, коллектив и условия те, которые нам удалось создать. Сейчас помогать уже начинает министерство, там дополнительные возможности создает, базу создали мы ее новую, да, новую лабораторию мы отстроили. Это все было сразу, быстро, готовясь только к началу пандемии, еще тогда, когда госпиталя как такового не было в инфекционной больнице. Это вот я говорю про 20-е годы, да, когда только начинали. Поэтому, если мы будем делать, то будем делать вот так вот, да, пришли, надо обязательно, там и оборудование покупалось, и все. То есть я хочу сказать, что там и ребята, конечно, помогали, и наши ребята из диаспоры, и друзья, личные руководители министерства, да, но этот старт большой в свое время дала администрация. И коллектив удалось собрать там хороший. Такой же хороший коллектив в нашей городской, да, везде, в принципе, у нас, слава богу, с кадрами, они показали себя во время пандемии, что никто не прятался, поеду на смену, не поеду на смену. Да, их, конечно, по определенной степени стимулировали доплатами, но никакие деньги со здоровьем нельзя же сравнивать, правильно? Все отработали, и в командировке ездили, и в Гудауту, и здесь в инфекционной дежурии. Действительно, так что... низкий поклон врачам. Да. Спасибо, Беслан Федорович, что пришли к нам в студию. Мы вас рады всегда видеть у нас. Спасибо. А я напомню нашим слушателям о работах по благоустройству столицы